Papillerinin maceralары sizler için elbette çıkışı dostlar. Intrigada bitti elbette ve yarın siz bu multfilmin sonunu da seyredebilirsiniz. Biz ile olunuz. Mına Kırım Tatar tilinde yankıradı bu multfilm dostlar ve elbette biz kuvanamız. Çünkü bizim tilimiz yankıra ve şu cümleden halkımız da hep oge adımlay. Ama elbette biz pek yakşı bilemiz. Öz tarihini bilmegen halkının geleceği de yoktur. Ve tamam tarih hakkında biz şimdi sizlerin laf etmeye isterdik. Dostlar, endi anlağanınız göre bizim sıcağımızda böyle bir insan, hikmetli insan, okumuşlu insan, bu insan özünün ömrünü tarihine bağlamağa istedi ve bağlap gelmekte. Aslında da Kırım Tatar halkının tarihi bu zengin ve asırlar devamında tiklenilip, şekillenip gelgen böyle bir tarihimiz vardır. Şimdi bu tarihimizin inceliklerini bilgen, terenden öğrengen insan bizim sıcağımızda bu. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin Tarih Kafedrası'nın müdürü Emil Seydaliyev. Selamun aleyküm. Emil Bey, hoş geldiniz. Sabahınız hayırlı olsun. Sağ olun, selamun aleyküm. Nasılsınız? İşleriniz nasıl? Sabahınız nasıl başlandı? Sağ olun, yavaş yavaş. Sabah başlandı. Allah'a şükür. Сегодняшнее утро как-то отличается от других? Совершенно никак не отличается. Вот, кроме того, что я собрался пораньше, пришел к вам. А дальше все пойдет так же, как обычно. Пары, университет, студенты. Вот, любимая работа, да, преподавание. Все как обычно. Машалла, мы очень горды, что у нашего народа есть люди, которые передают историю из поколения в поколение. И наш Крымский инженерно-педагогический университет уже воспитал много достойных историков. Уже ваши студенты, ваши ученики побывали в нашей студии. Эмиль Бей, хотелось бы сегодня с вами поговорить о такой очень серьезном этапе становления тюркских народов, как государство Золотая Орда. Мы знаем, что мы тоже являемся потомками отчасти этого государства. Оно занимало территорию Крыма, частично территорию современной России. Насколько актуальна эта тема, насколько она изучается, опять же, в России и у нас в Крыму? Ну, действительно, вы правы, да. Золотая Орда – это, можно сказать, мы наследники государственности. Ее мы знаем, как историки, что действительно она занимала огромную территорию, не только территорию России, но и прилегающие некоторые страны в том числе. Это, можно сказать, бывший Дашты Кипчак, то есть вся территория, она, в принципе, стала потом Золотой Ордой. И Крым, конечно, был ее частью, причем частью не самой последней, как мы потом узнали, да, как вот, исходя из того, что Крымское ханство являлось наследником этого государства. И действительно, исследования в области Золотой Орды для России и для всего мира, они очень актуальны, очень важны. Да, потому что современная Россия, она как, учитывая, что государство считает и памятник Золотой Орды своим наследием, то, соответственно, мы можем сказать, что Россия тоже в какой-то мере является наследницей Золотой Орды. Вот. Исследования в этой области, мы все знаем, что в советский период они были недостаточно популярны. Ими, конечно же, занимались этим периодом золотоордынским, но не в той степени, как, например, сейчас. Сейчас можно сказать, что этот аспект развивается, он на слуху, он еще более актуален. Почему? Ну, в первую очередь, конечно, благодаря ученым из Татарстана, поскольку они сейчас в этой области на передовой. Ну и, конечно, в Крыму вот, происходит дальнейшее развитие в этих исследованиях, ну, не говоря уже об археологических исследованиях, которых мы уже с вами да, знаем по прошлым нашим встречам в Старом Крыму, как столице Золотой Орды. Вот, проходят, естественно, постоянные конференции по этой тематике. Вот буквально на днях в Ялте при содействии Крымского института археологии проходила конференция, посвященная памяти Германа Алексеевича Федорова-Давыдова. Это крупнейший исследователь Золотой Орды еще советской эпохи. Вот. Но организаторами там, конечно, выступали Институт археологии Академии наук Татарстана, Казанский федеральный университет. Вот. Очень крупное мероприятие, значительное. Вот с представителями разных стран проходило. Были исследователи из Казахстана, из Молдовы. Вот. Ну, естественно, Россия представлена была, из Украины были исследователи. Вот. Ну, естественно, крымские. Эта конференция, конечно, не единственная в этой области. Опять же, часто проходят конференции других научных
центрах, скажем так. Ну, вот в Казани, например, Золотоордынский форум проходит раз в 2 года. Он вообще собирает огромное количество участников со всех стран мира. Там и Франция, и Англия, и там, Финляндия, Польша. Очень-очень много представителей золотоордынской, золотоордынского направления туда приезжают. Ну и, конечно, вот в Крыму мы стараемся это развивать, в том числе и на нашей кафедре стараемся формировать такое научное направление, которое бы занималось историей Золотой Орды, археологией Золотой Орды, ну и, конечно, Крымского ханства как наследника этого государства. Эмиль Бей Бахшла, сейчас нам надо прерваться на маленькую паузу, потом мы продолжим нашу беседу. Сагылы телесердилер, Уфак Тенефюс, ve reklamadan son biz devam edemiz. Dostlar, biz Kenne'de efirdemiz ve bizim stüdyamızda tarihçi Emil Bey ve bugün biz pek meraklı mevzu üzerinde laf ettiğimiz Altın Ordusu bu bizim geçmişimiz, halkımızın da geçmişi. Elbette ki ve tamam şimdi bizim sübiyetimiz devam etti. Şunun için Kenne'de buyurunuz. Эмиль Бей, у нас такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, как давно вы являетесь заведующим кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета? Какие перспективы открывает для молодых ученых, для молодых студентов кафедра? Ну, заведуя кафедрой не так давно, уже года 2, как это началось. Вот. Наша кафедра, она называется, в общем, так, история, да? И позиционирует себя как кафедра, конечно, которая в основном занимается историей Крыма, историей крымских народов, естественно, в первую очередь тюркских народов, да, таких коренных народов Крыма, которые здесь на территории полуострова сформировались, долгое время жили, и их культура вся, она связана с Крымом. Ну, это, конечно, в первую очередь крымские татары, поэтому мы это направление активно развиваем. Это, конечно, караимы, крымчаки и другие, в целом другие крымские народы, не только тюркские, которые здесь живут. Но приоритетным направлением, конечно, является история крымских татар. Но так сложилось, что долгое время эта тема не разрабатывалась, да, всем это известно. Тема находилась под негласным запретом, ну, кое-где официальным, кое-где негласным, как я считаю. И вот данный период времени мы стараемся эти направления вести. Тут есть несколько приоритетных таких задач. Это в первую очередь, конечно, древняя история крымских татар, да, вот как раз связанная с историей Золотой Орды, более ранним периодом истории кипчаков, половцев, да, как основной части населения Крыма средневекового периода, из которого формировались крымские татары. Золотая Орда, Крымское ханство. Это такой вот средневековый период истории. Есть, конечно, у нас направления, преподаватели занимаются и развивают направление истории крымских татар в период имперской России. Очень сейчас буквально на пике у нас развитие 20-30-е годы 20 века, то есть советская власть в Крыму, да, и крымские татары, как в этом были задействованы. В этом плане работают у нас уже доктора наук, это Григорий Николаевич Кондратюк, вот Ульгер Казимовна Мусаева недавно защитила диссертацию докторскую диссертацию по музейному, по истории музейного дела в Крыму, как раз в этот же период. Естественно, для нас важна Великая Отечественная война и участие крымских татар в Великой Отечественной войне. Здесь тоже у нас доктор наук занимается Владимир Евгеньевич Поляков на нашей кафедре. Естественно, новейший период тоже мы рассматриваем. Тут наши молодые специалисты. Это Эльдар Халилович Седометов, Эльвина Изетовна Сиитова, которые занимаются диаспорой, современной обстановкой в среде крымских татар, то есть вот такими вот вещами актуальными. То есть, вот такие направления приоритетные можно выделить. Эмиль Бей, если вернуться к теме Золотой Орды, Крым являлся не то что неотъемлемой, а одной из важнейших частей. Тут располагалась столица, как вы уже сказали. Как достаточно ли изучен Крым, именно явление Крыма в истории Золотой Орды, и в частности крымские ученые, крымско-татарские ученые, кто ярче всего проявил себя, какие работы больше всего запомнились, скажем так, на историческом поприще? Действительно, да, Крым – часть Орды. Крым, действительно, здесь у нас столица была крымского, правда, юрта, который занимал достаточно большую территорию Золотой Орды. И в этом случае надо, наверное, отметить, что наиболее яркими представителями науки, которые занимались этой тематикой, это все-таки были наши
исследователи 20-х годов. Это в первую очередь, конечно, Усин Баданинский и Осман Акчакраклы. Вот я на данный момент считаю, что, наверное, среди крымских татар больше никому нельзя приписать вот такие вот заслуги в области изучения Золотой Орды. То есть на современном этапе мы даже пока еще их, ну, я имею в виду наш народ, да, крымские татары, не догнали. Вот. Что же касается других ученых, то здесь достаточно много исследователей, которые этим сейчас занимаются на территории Крыма и за его пределами. Но, тем не менее, вот все равно основополагающие труды, наверное, это 20-30-е годы. Все мы идем по пути наших предшественников и как бы буквально след вслед за ними. А какие самые ярчайшие открытия того периода, вот 20-30-х годов? Что было обнаружено такое, что, так сказать, передалось уже из поколения в поколение и являлось таким вот именно пиком изучения Золотой Орды, скажем так? Ну, в первую очередь, конечно, это раскопки 20-х годов в Салхате, в Старом Крыму, да, Крым, древняя столица Улуса. И надо сказать, что действительно тогда находки были сделаны самые яркие. Это раскопки на территории медресе Старокрымского. Они потом продолжались в 80-е годы, вот буквально в 10-е годы 2000-х. Но, естественно, как первооткрывателям, им, да, нашим предшественникам, Баданинскому, Акчакраклы, достались самые яркие вещи. Они вот обнаружили мавзолей Инжибек Хатун, основательницы медресе. Вот, к сожалению, там по описаниям, по их отчетам очень много предметов в этом захоронении было обнаружено, но, к сожалению, не все из них до наших дней сохранились. Многое из того, что они обнаружили, утеряно. Либо мы просто не знаем, где это находится. Да? Вот, поэтому можно сказать, что такие вот ярчайшие находки, наверное, они начинались тогда. Ну и в более поздние этапы, периоды, конечно, были интересные находки. В том же Салхате клад серебряных платежных слитков Марк Григорьевич Крамаровский, экспедиция Государственного Эрмитажа, обнаружила многие-многие другие вещи. Вот. Ну, кстати, часть из этих вещей мы с вами, может быть, в ближайшее время увидим на выставке в одном из крымских музеев. Я пока, может, не буду называть, но попрошу всех быть готовыми, да, к тому, что где-то в середине декабря выставка эта откроется, и много-много интересных вещей, касающихся истории Золотой Орды, Крыма в период Золотой Орды, там сможете увидеть. Очень интересно. Эмиль Бей, мы знаем, что история – это такая вещь, покрытая тайной, то есть мы не проживали в то время, но нам очень интересно изучить все, передать следующим поколениям. Есть ли в Золотой Орде какие-нибудь такие вещи, скажем, такие экспонаты, которые есть в описаниях, и ученые уже много лет пытаются найти какой-либо экспонат, но так и не могут, проводя различные раскопки, археологические экспедиции, но так и не могут найти именно что-то такое интересное, загадочное. Есть ли такой какой-то экспонат, элемент? Ну, прямо если брать какие-то экспонаты в плане музейных, да, или там археологические артефакты, то, конечно, я так вот для Крыма не вспомню. Есть описание целых объектов, да? Вот есть описание медресе в Старом Крыму, мы знаем, где оно находится. Есть описание других объектов, которые мы, к сожалению, пока не можем обнаружить. Да? Вот та же мечеть Бейбарса, которую в Крыму все считают, в Старом Крыму, все считают мечетью Бейбарса. Она на самом деле таковой не является, к сожалению, но она действительно там была. И вот мы ее пока, как археологи, обнаружить не можем. Это устная такая народная традиция связала существующий объект в Старом Крыму с мечетью Бейбарса, и все так продолжают ее называть, хотя она датируется более поздним временем. А где настоящая мечеть Бейбарса, мы не знаем. Ну, занимаются поисками? Ну, как бы, конечно, мы стараемся, мы каждый год копаем в Старом Крыму, и какие-то новые объекты все время появляются. Там, например, есть описание больших общественных бань в Старом Крыму, тоже, которые дали бы очень много материала. Дворец, да, крымских наместников сначала, а потом крымских ханов. Наверняка в Старом Крыму тоже где-то есть, и он встречается, его описание в объектах, но, опять же, мы не можем его тоже пока обнаружить. И вот такие вот объекты, они, конечно, для нас интересны, но это время как бы поисков, и пока все, я думаю, еще впереди. Да, мы вам желаем новых открытий, надеемся, что скоро мы удивим весь мир всеми новыми находками. Да, я тоже надеюсь. Большое спасибо за пожелания, будем стараться. Çok sağ olunuz келгеніңіз үшін. Ваше пожелание нашим телезрителям? Ну, мое пожелание, наверное,
уже становится традиционным. Я желаю, чтобы наши телезрители не забывали, что такое история, не забывали, что такое наследие, что такое памятники, относились к этому с уважением, с трепетом и всегда старайтесь все исторические сведения брать только из достоверных источников, да, и это поможет вам знать больше о прошлом своего народа, с одной стороны, с другой стороны, позволит избежать всяких там спекуляций на эти темы. Спасибо большое. Siz de çok sağ olun kelgeniniz için. Kunleriniz yaxşı geçsin. Elbette muvaffaqiyetler sizge tileymiz. Ve studiyamızga da bir kere keliniz, Hikmet Alsay. Çok sağ olun. Sizni bekleriz. Çok sağ olun. Sağ olun. Endi ise biz programmamızı devam ederek şunu kaydetmek istedim ki aslında da elbette de tarixini bilmegen insanın umumi alganda halkının geleceği yok dep aytalar. Bu sözler nafile aytılmagan. Şunun için keliniz dostlar, tariximizni bilek, terenden öğrenek ve Kırım Tatar halkının evlatları olganını herkesge bildirek. Çünkü bizim hakikatten da tariximiz zengin. Asırlar devamında şekillenip gelgendir. Şunun için men belesem biz beraberlikte bu inceliklerini bilecekmiz ve elbette de bu sahada çalışacağımız. Bugün ise tarixinin inceliklerini bizge Kırım Mühendis ve Pedagogika Üniversiteti'nin tarihi kafedrasının müdiri Emil Bey açtı. Elbette ki siz bizim suhbetimizni internette de tapabilirsiniz. Yayınımız ise devam etmeye aşıqa dostlar ve sizler için sağlam hayat rubrikası. Biz ile olunuz.